алейкум, урмитли джилер. Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире радио Куреш, рубрика «Обзор прессы» и я, Асритле Лейла. На теле задержанного в Крыму Панова обнаружили следы пыток. Правозащитники, сообщается на сайте Укрнет. На теле гражданина Украины Евгения Панова, которого задержали в Крыму по обвинению в диверсии, обнаружили следы пыток. Об этом крымской правозащитной группе сообщил брат задержанного Игорь Котелянец. Игорь Котелянец утверждает, что на встрече с подзащитным адвокат обнаружил у Евгения Панова шрамы на руках от наручников и множественные синяки на правой ноге. Защита украинца предполагает, что эти синяки и шрамы появились у Панова в результате пыток. Эксперты крымской правозащитной группы предполагают, что пытали украинцев в период с 7 по 12 августа. Вероятнее всего, сотрудники ФСБ. По информации Игоря Котелянца, Евгений Панов фамилии пытавших его не знает и даже не видел их, так как на голову ему надевали непрозрачный мешок, завязанный скотчем. По словам Котелянца, наручники на Панове были плотно зафиксированы 7 дней. Из-за этого Евгений испытывал сильную боль. Руки в наручниках застегивали под коленями, засовывали палку, поднимали и били по ногам в область голени металлической трубой. Также Панов рассказал, что после задержания его избивали и применяли пытки к половым органам. В Симферополе пытки продолжились, привязали скотчем к стулу, подсоединяли к голым частям тела провода и подключали электрический ток. Панов рассказал, что он сильно кричал от боли и просил прекратить пытки, но над ним только смеялись. Это продолжалось около суток, сказал брат задержанного. Панов считает, что цель этих пыток – выбить из него признание, что он якобы украинский диверсант, который приехал в Крым взорвать дома, людей и отравить воду. После этих пыток украинец был вынужден оговорить себя и подписать какие-то протоколы. Адвокату по назначению Панов заявил о применении пыток, но по его словам Панову ничего не известно о том, подавал ли тот адвокат жалобы на это, сообщил брат арестованного Игорь Котелянец. Фейгин. Россия развернула кампанию по дискредитации Сущенко, сообщается на сайте «Новое время». Адвокат Марк Фейгин заявил, что Кремль начал проводить кампанию с целью дискредитировать задержанного в Москве журналиста Романа Сущенко. В комментарии Укринформу Фейгин рассказал, что данная кампания идет в Российской Федерации и на Западе, но особенно беспокоит ситуация с ней в Украине. По словам адвоката, его тревожит то, как быстро распространяется месседж «Нет, там дело темное, там что-то не так». При этом никаких доказательств вины моего подзащитного следствия ФСБ не представляет. Упор делается на информационное поле, но это, к сожалению, приносит некоторые плоды, негативные для нас, подчеркнул он. Фейгин также добавил, что предстоит работа не только в юридическом пространстве, но и на информационном поле. Власти Российской Федерации в данный момент поставили четкую задачу добиться от общественности в деле Сущенко, если не поддержки, то, по крайней мере, нейтралитета. Мы же обязаны перевернуть ситуацию и не дать им выиграть в этом вопросе, сказал он. Лефортовский суд Москвы арестовал украинского журналиста информационного агентства «Укринформ» Романа Сущенко по обвинению в шпионаже.